все профессии интересны. А знаете, какая самая интересная профессия? Нет? А я вот знаю. Это повар и кондитер. А вот почему же они самые популярные профессии, вы узнаете совсем скоро. Какое ваше любимое блюдо? Блюдо? Пюре. А что в него входит? Расскажите состав. Это кто как любит. Кто-то в пюре добавляет яйца вообще-то, а кто-то масло. И такое есть. А хотели бы когда-нибудь стать вы поваром или кондитером? Нет, не люблю готовить. Почему же? Не люблю готовить. А кондитером? Ведь тортики, сладкое, печеньки, шоколадки. Люблю, но лучше купить. Расскажите, пожалуйста, про свое самое любимое блюдо. Самое любимое блюдо. Сразу так навскидку не скажешь. Курятину я люблю. А может, самый такой русский борщ? С сметанкой, с майонезиком, с укропчиком домашним. Больше щи, наверное, чем борщ. Какое самое необычное блюдо вы ели в своей жизни? Необычное. Не вспомню я. Может быть, какое-нибудь турецкое блюдо. Когда в отпуске был там, да? А как называется, я сейчас уже не вспомню. Хотели бы стать поваром? Может, кондитером? Я и так кондитер и повар дома. Дома? Да. Да. А может, какой-нибудь вы готовили необычный такой торт? Да, банановый. Рецепт приготовления? Размяла печенье с бананом, залила сгущенкой. Было очень вкусно. Спасибо большое. Дома обязательно повторю. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, про свое самое любимое блюдо. Рагу овощное, которое прекрасно готовит моя супруга Татьяна Павловна. Так, очень хорошо. А рецепт приготовления? Вот чего не знаю, того не знаю. Да. А вот есть вот в блюде какая-то изюминка? Изюминка. То, что все ингредиенты подобраны очень удачно, и поэтому вкусовые качества нашего овощного рагу превосходные. А хотели бы вы стать поваром или кондитером? Пожалуй, нет. Почему же? Ведь профессия такая востребованная. Я с юности был склонен к технике. Да? Да. И поэтому работаю всю жизнь в энергетике. Вот. Расскажите, пожалуйста, про свой самый первый опыт готовки. Я? Опыт готовки? Ну, это, наверное, было в школе, когда мы на уроках труда готовили, учили нас готовить, квасили капустку, пекли пирожки. Вот, наверное, тогда первый опыт. Ну, потом, соответственно, дома, конечно, тоже готовили, когда помогали маме. А ваше самое любимое блюдо? Торт «Наполеон». Скажите, пожалуйста, способ приготовления. Ведь торт «Наполеон», ведь он очень дорогой в магазинах. А вот домашний какой он? Домашний очень вкусный рецепт моей бабушки. Он, конечно, требует массу усилий, потому что долго необходимо готовить тесто, раскатывать тонкие-тонкие слои, каждый слой выпекать, потом взбивать крем, там молоко, много масла. Ну, получается очень вкусно. И даже сейчас, когда во время все магазины заполнены как бы тортами, но домашний не сравнится по вкусу. А хотели бы вы стать кондитером? Кондитером, наверное, нет. У меня профессия немножко другая, не кондитер. А повар? Повар, ну, каждый день, мама 3 детей, она каждый день дома повар. Что-нибудь вкусненькое готовим. Расскажите, пожалуйста, про свое самое любимое блюдо. Может это быть русское, может китайское? Окрошка. Окрошка. Да. Способ приготовления? Простой, традиционный. А вы что вообще сами в своей жизни готовили? Может, или у вас только жена готовит? Ну, в принципе, обычную кухню. Нашу русскую. Всего. А торт, кстати, могу печь. Расскажите, пожалуйста, про свой торт. Какие ингредиенты? Раскройте ваш секрет. Сейчас не помню. Ну, называется бисквитный мишка. Ну, там 3 коржа, крем и все. Скажи, пожалуйста, про свой первый опыт готовки. Мой первый опыт готовки было, когда мне наступило примерно 12-13 лет. Я готовила что-то простое, незамысловатое.
Я не помню, какое точно это было блюдо, но я помню, что оно у меня получилось достаточно неплохо. С тех пор я продолжила готовить. Какое твое самое любимое блюдо? Моим любимым блюдом являются роллы. Это блюдо вообще из китайской в основном кухни. Мне нравится что-то восточное. Также мне нравится суп из медуз. Самое первое блюдо, которое вы приготовили? Самое первое блюдо, когда я уж не помню теперь, сколько, не знаю какое. Любимое еще, ладно, могу. А какое любимое тогда? Голубцы фирменные. Так, способ приготовления быстрый, легкий. Быстрый, легкий. Капусту я под кран быстро качаном. Она быстренько под кипяток разворачивается. Фарш накрутил, положил. Я только не жарю. У меня это... Я морковку, а фарш и лук, и все, и тушится. Хотели бы стать поваром? Наверное, нет. Дома хватает. Я утром рано встаю. Я утром готовлю. Пока все спят, я потихонечку готовлю. Но люблю готовить. Расскажите, пожалуйста, про свои самые любимые блюда. Спрашивает. Так, ну, мое самое любимое блюдо – это мясо по-французски. Или мясо под шубой называется. Это свинину. Сначала слой свинины. Отбить немножко. Ну, можно говядину, но говядина будет жестковато. Да. Потом лук. Посолить, поперчить. Потом слой картошечки. Потом еще слой картошечки можно. Ну, тон. Лучок, морковка. Морковки нет, лучок. Да. Да. И потом майонезик и сыр потереть. И в духовочку. А Сейчас везде готовят, по-моему, это блюдо. А что они обычно вот такого в своей жизни ели? Ой, что-то такое кулинарный, это вопрос интересный. Да? Вот скажи, Китайская какая-то рыба, свежая. Вот так, лук замаринован. Она сама свежая, не знаю, как называется. Мясо белое. Один раз только я ее пробовала в Москве. Больше такой рыбы я нигде не ела. Вкусно, конечно. Расскажите, пожалуйста, про свое самое любимое блюдо. Мясо жареное, шашлык, так скажем. Что самое первое вы в своей жизни приготовили? Пельмени, как любой мужчина. Конечно. Не, жареную картошку, вру, чуть-чуть, да. Вот это в наше время было очень развито это. У вас есть знакомые, близкие повара? Нет у меня никого. У меня только жена. Так, а что у вас такого жена необычного готовит? Все хорошо готовит. И дочь хорошо готовит. Так, а какое ваше самое любимое блюдо? Мое самое любимое блюдо – это щи. И второе, ну, котлеты и гуляш. Все. Вы знаете, какой сегодня праздник? Нет. Сегодня день повара. У вас есть знакомые? Мама. Волкова Валентина Андреевна была поваром, да. Всю жизнь на агрегатном заводе работала. Так, а что у вас она такого необычно готовила, что ни одна мама бы не смогла повторить? Моя мама? Ну, для меня все необычно, конечно. Все очень вкусно. До сих пор она готовит. И хочу сказать, что благодаря поварам, с праздником всех поваров, они украшают нашу жизнь, делают вкуснее, слаще. Всем поварам!